Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане с Днем Победы поздравили ветеранов и тружеников тыла. 10 новых девятиэтажных домов возведут в жилом массиве Ашхабада. Предприниматели Туркменистана и Афганистана подписали более 10 документов о сотрудничестве и другие новости. В столице Туркменистана прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В годы Великой Отечественной войны Туркменистан стал прибежищем для эвакуированных из блокадных городов. Здесь развернулись госпитали. О формировании из туркменских воинов вроде 33-й отдельной минометной бригады и стрелковых дивизий прославились своим героизмом. Более 300 тысяч туркменистанцев приняли участие в боевых действиях. Многие из них были удостоены высших наград, в том числе звания Героя Советского Союза и Ордена Славы. Немалый вклад внесли труженики тыла, обеспечивавшие фронт всем необходимым и пожертвовавшие более 7 тонн золотых и серебряных украшений на строительство танков и самолетов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив министерствам, ведомствам и хакимлику города Ашхабад заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство в столичном жилом комплексе Парахат-7 современных многоквартирных домов. Всего планируется возвести 10 девятиэтажных домов, из которых 4 по 36 квартир, 4 по 54 квартиры и 2 дома по 72 квартиры. Также предусмотрено благоустройство прилегающих территорий. Строительство должно начаться в мае этого года и завершиться в сентябре 2026 года. К этому сроку новые дома должны быть полностью готовы к заселению. В ходе визита туркменской делегации предпринимателей в афганскую провинцию Герат были подписаны 10 соглашений и 2 меморандума о взаимопонимании между туркменскими и афганскими частными компаниями о сотрудничестве в области поставок строительных материалов и продуктов питания. Церемония подписания документов состоялась при участии главы Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нокергулы Атагулыева и временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Оргкомитет Всемирной выставки «Экспо-2025» в Осаке продемонстрировал предварительный дизайн национального павильона Туркменистана, над которым работает хозяйственное общество «Белли». Согласно обнародованным изображениям, павильон будет оформлен в эко-стиле с национальными орнаментами, цветовыми панно и образами, отсылающими к Великому шелковому пути. Тема павильона «Вдохновляя на лучшее будущее». Туркменский ювелир Гёвхер Нурыева и дизайнер Джинет Гарлыева представили свои работы на втором международном фестивале золотошвейного и ювелирного дела, проходящем в узбекском городе Бухара. В рамках фестиваля запланированы различные выставки, музыкально-театральное представление, а также научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства». Избранный в марте этого года на пост главы государства РФ президент Владимир Путин провел торжественную церемонию инаугурации в Кремле. На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, а также общественные деятели и представители духовенства. После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента. В Германии взлетели цены на донеры, вызвав волну негодования и призывы к государственному вмешательству. Резкий рост цен на это блюдо в некоторых случаях до 10 евро за порцию вызвал недовольство как среди простых жителей, так и среди политиков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно сталкивался с вопросами о донерах во время публичных выступлений. В ответ его правительство опубликовало в социальных сетях объяснение, где рост цен связывается с увеличением зарплат и энергозатрат. В социальных сетях подорожание донеров получило шутливое название «донерфляция». Генассамблея ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола. Принятие резолюции приурочено к 100-летнему юбилею первого в истории международного футбольного турнира, который состоялся в рамках летних Олимпийских игр 1924 года в Париже. Резолюция ООН призывает государства-члены разработать национальные стратегии и программы по развитию спорта и физической активности, включая футбол на всех уровнях. Боруссия одержала победу над Пари Сен-Жермен со счетом 1-0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышла в финал турнира. Единственный гол на 50-й минуте забил защитник Мац Хумельс. В первом матче в Дортмунде Боруссия также одолела ПСЖ с минимальным счетом. В решающем поединке дортмундцы сыграют с победителем противостояния между Мюнхенской Баварией и Мадридским Реалом.
Первый полуфинал между этими командами завершился в ничью 2-2. Ответный матч пройдет 8 мая в Мадриде. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.